Раз, два, три. Современный подарок к знаменательной дате. Коллектив Ингушского управления Почты России теперь будет обживать новое здание в Магасе. Дорогая республика, я поздравляю тебя с юбилеем, желаю счастья. Феерия праздника ожидает жителей и гостей республики уже завтра в столице, а в остальных городах уже прошли народные гуляния. Сейчас потомки тех, кто жил на этой земле, продолжают традиции своих предков. За заслуги перед республикой администрация Назрановского района сегодня отметила своих выдающихся жителей. Я знала историю региона, хотелось познакомиться с ним поближе. Времени пока еще прошло не очень много, интересно, что будет дальше. Приветствуем коллег. В Ингушетию приехали журналисты федеральных и региональных СМИ. Гостей ждет насыщенная программа. Мы постараемся преимущественно значимые такие турниры проводить по системе Rapid, где 15 минут плюс 10 секунд. Битва умов. Открытый турнир по шахматам прошел в Назране. Состязания приурочены к 25-летию республики. Я вас приветствую в эфире национального телеканала «Новости». Сегодня в Магасе в День российской почты открыли современное отделение связи. Это учреждение нового формата, каких в республике еще не было. На площади в 200 квадратных метров собраны все технические новинки, имеющиеся у Почты России на данный момент. Организован полный комплекс почтовых и коммерческих услуг. В общем, объект стал достойным подарком жителям и гостям столицы. Репортаж Фериды Миржоевой. Почтальоны городских и районных отделений проходят по своим участкам несколько километров за пару часов. Они, как никто другой, знают истинную цену печатного слова. Но увеличение корреспонденции за счет поздравительных открыток их не огорчает. Ведь сегодня для них особенный день. Открытие Ингушского управления Почты России – подарок профессиональному празднику и юбилею республики. Раз, два, три. Символ праздника, конверт с почтовой маркой, взмывает в небо. Вслед за ним из посылочных коробок выпускают белых голубей. Руководители отделений, специалисты и те, кто непосредственно доставляет долгожданные письма по адресам. В свой профессиональный праздник ингушские почтовики получают заслуженные награды от главы Ингушетии. Я работаю в станице Нестеровской почти около 40 лет. Мне, конечно, работа очень нравится. Мне нравится радовать людей. И я очень благодарна, что сегодня учтили мой труд, что меня наградили. Ежегодно Почта России вводит новые виды оказания услуги для улучшения качества обслуживания клиентов. Еще в 2015 году между главой Ингушетии и директором Федерального управления Почты России было подписано соглашение о взаимодействии между федеральным почтовым оператором и республикой. Такая договоренность дала свои плоды. В столице республики за короткий срок возвели трехэтажное здание нового управления, которое отвечает всем современным требованиям. Почта России за последние годы сделала очень многое, и, конечно, большую роль в этом сыграло руководство Почты России, и Дмитрий Евгеньевич Страшнов, и другие должностные лица, те, которые сегодня здесь присутствуют. Я уверен, что те добрые традиции, начинания, то доброе взаимодействие, которое у нас всегда было, оно будет продолжаться. Благодаря и руководству нашему уже непосредственно филиалу почты на территории республики, мы буквально за 3-4 года преобразили многие почтовые отделения. Построено очень много почтовых отделений, и само настроение людей совершенно другое. Открытие УФПС Ингушетии вместе с первым в регионе почтовым отделением нового формата – важный шаг для предприятия в масштабах всего СКФО. Каждый год Почта России запускает на День почты, традиция уже такая сложилась, какой-то объект. Но в основном это объекты, которые несут абсолютно понятную целевую нагрузку. Это почтамт, это отделение почты, либо это
офис управления Федеральной почтовой службы, но в этом году, в связи с тем, что также первый раз глава республики оценивал все, и дизайн, и планировки, и следил лично за строительством, в этом году у нас получилось очень красивое здание. Вы согласны с этим? По итогам года первое место взял филиал Почты Ингушетии. Сегодня уже подведены итоги полугодия, и вы снова лидеры. А значит, это премии, а значит, это радость в семье, и значит, это победа. Далее гостей знакомят с новым зданием. Здесь предусмотрены все удобства как для абонентов, так и для самих сотрудников. Второй и третий этаж занимают сотрудники ингушского управления. На первом располагается клиентская база. Сюда переехало отделение Магаса. 4 специализированных окна для оформления услуг, зона самообслуживания для заполнения клиентами бланок, оформления посылок и просмотра содержимого корреспонденции. Но главный плюс – это система электронной очереди. Почта банк. Получи деньги. Мы закрываем, чтобы никто не видел. Да, мы отвернулись. Благодаря современному оборудованию операторы почтовой связи могут предоставить клиентам полный перечень почтовых, коммерческих и финансовых услуг. Также на территории отделения открыто 2 окна «Почта Банк». У нас услуги обслуживания больше добавились. Добавились отправка писем, посылок, отправление первого класса, коммунальные услуги. Правда, клиентов по новому адресу пока мало, а потому сотрудники управления могут спокойно отдыхать. Во дворе нового здания развернулся праздник, а уже завтра с новыми силами почтовики приступят к своей работе. Фериде Миршоева, Майрбек Миршоев, Новости 24. 1 сентября в Нижних Отчелуках откроется новый корпус Северокавказского топливно-энергетического колледжа. Ход строительных работ на объекте сегодня проверили глава Ингушетии Юнусбек Евкуров и генеральный директор ПАО МРСК Северного Кавказа Юрий Зайцев. Там же на месте стороны обсудили вопросы развития топливно-энергетического комплекса Ингушетии. В частности, речь шла о ходе модернизации распределительных сетей, завершении строительства новых корпусов колледжа, строительства подстанции. Глава региона предложил к рассмотрению инвестиционный проект. Юнусбек Евкуров считает, что площадь и кадровый ресурс может позволить не только ремонт трансформаторов, но и их сборку. База будет располагаться на территории РТПЦ республики. Юрий Зайцев отметил, что положительный результат работы энергетиков в республике виден. Он уточнил, что в Ингушетии создана отличная площадка для развития и реализации хороших проектов. Здесь будет развернут филиал одного из технических вузов страны. Это уже решение принято, председатель правительства России поддержал нас в этом деле. И, конечно, в плане ремонтных мощностей как раз и специалисты здесь будут обучаться. И, наверное, такого места выгодного, как в Ингушетии, наверное, ни у кого нет. На базе этого колледжа получают там более 60 профессий, специальностей, в том числе и парикмахеры, и кондитеры, там, и швеи, и мотористки, там, если женский труд брать, там, и другие направления. И среди мужского труда, это, конечно, электрики, сварщики, газовики, бурильщики, водители, крановщики, и десятки вот этих профессий. И они сегодня востребованы, и эти люди, эти дети реально в своем большинстве себя находят. Или в частном деле, когда я говорил, открывая ИП там, или другое там направление. Или даже не открывая никакого ИП, просто даже по приглашению где-то там что-то делать, уже что-то зарабатывать. Конечно, вот та тема незавершенная. Это по заводу, где по сборке, по ремонту, а потом последующем по сборке трансформаторов. Этот проект, он нужен не только для республики, он очень важен и нужен для вообще всего Северного Кавказа. И мы бы хотели все-таки, чтобы эта площадка была у нас, тем более строить корпуса не надо, помещений не надо, и оно все готово есть, только заходи и спокойно там работай. Действительно, вот с того крайнего момента, когда мы здесь были, я лично был здесь, изменения происходят, может быть, не так быстро, как хотелось бы нам, но тем не менее работа движется, работа идет и виден результат.
Вот. И то, что сейчас наша отрасль энергетическая здесь, на Северном Кавказе, и в частности по Ингушетии, то, о чем вот Юнузбек Мадагриевич сказал, те программы, которые мы здесь реализуем, ну, наверное, на сегодняшний день только в 2 республиках мы таким образом как-то, ну, скажем, системно реализуем мероприятия по модернизации. Поэтому, конечно же, мы заинтересованы в специалистах, заинтересованы в рабочих руках, в технических сотрудниках, которые, в принципе, как вот мы с вами там говорили недавно, что приезжают и из других республик, из других регионов специалисты. В принципе, когда есть такой потенциал и есть такая база, строится такой колледж, наверное, аналогов у нас и нет практически там в нашей отрасли здесь. Поэтому, естественно, мы здесь все силы приложим и прилагаем, и то, что обещали, то, что вот мы и встречались вместе и на Питерском форуме, и на прошлой неделе, естественно, мы это будем выполнять, эти обязательства. Ингушетия готовится отметить четвертьвековой юбилей, а вместе с тем и День ингушского флага. 4 июня, со дня образования республики как самостоятельного субъекта Федерации, исполнилось 25 лет. Напомним, основные торжества перенесли на июль в связи с месяцем поста. В мероприятиях, посвященных 25-летию Дня образования Ингушетии, приглашены более 800 человек. Вместе с жителями региона праздник разделят губернаторы, депутаты Госдумы и сенаторы, руководители федеральных министерств и ведомств и все, кто на протяжении четверть века руководили парламентом и администрацией главы. Запланированы праздничные мероприятия во всех районах и уголках региона, открытие многоквартирных домов в 105-м Назрановском жилом массиве и зала дзюдо. Но главные праздничные торжества пройдут в столице республики. Магаз встретит гостей и жителей региона национальными подворьями, большой концертной программой и ярмаркой. В 17:00 на площади Алания состоится праздничное шествие жителей региона «25 лет созидания вместе», а завершатся торжества большим праздничным салютом. Как готовились сегодня к этому важному и ответственному событию, расскажет Амина Бокова. До главного события года в республике меньше суток. На площади Алания заканчиваются последние приготовления к празднику. Рабочие убивают оставшиеся плитки, декорации почти собраны. Артисты, которые без устали несколько недель репетировали в танцевальных залах, наконец перенесли действие на центральную площадь Магаса. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. За 3-м разом повторяем. Ряд. 1, 2, 3, 4. Главной изюминкой концерта станет постановка рождения ингушского флага. Свыше 150 человек пронесут над собой кусочек ткани, который впоследствии превратится в главный символ государственности республики. Мы репетируем уже пятый день. Бывают некоторые сложности, потому что людей много, и поэтому не все синхронно делают, но вчера мы сделали на ура. В своеобразном флешмобе принимают участие студенты пожарно-спасательного колледжа и неравнодушные активисты. Не остались в стороне и школьники. Даже на учащихся младших классов изложена важная часть представления. Сначала там делают большой флаг, мы должны подбежать незаметно, выпрыгнуть неожиданно. Иногда запутываемся, но мы по местам, нас выставляют, чтобы не ошибиться. Для организации праздничных мероприятий к юбилею республики приглашен заслуженный деятель искусств России, постановщик Михаил Высоцкий. Также в праздновании примут участие приглашенные артисты из Москвы. Однако всех секретов режиссера концерта не раскрывают. Все самое интересное зрители увидят в день премьеры. Действия на сцене и действия на площади – все идет на то, что рождается большой, потрясающий флаг Ингушетии. Мы подготовили целую серию замечательных песен, ведь что самое главное в народе? Песни этого народа, в которой воспеваются подвиги, красота, уникальность нашего края и нашего народа. Это самый главный сюрприз. Ну и, конечно же, наши гости, которые приедут нас поздравить не только с регионов Кавказа. Праздничные концерты пройдут во всех городах республики. Михаил Высоцкий уже провел репетиции в Назране, Карабулаке и Сунже. Амина Бокова, Султан Булгучев, Новости 24.
Ну а пока в столице только готовились к юбилейным торжествам, в городах и районах прошли народные гуляния. Зажигательные песни, танцы, показательные выступления спортсменов и выставка. Всем этим праздничным колоритом была наполнена сегодня Сунжа. Юбилей там отметили на ура. Разделила с горожанами этот праздник и Марина Муталиева. Все представления в эти дни посвящены празднованию юбилея республики. Основные мероприятия пройдут в столице региона. А сегодня жители Сунжинского района устроили народные гуляния на площади перед Домом культуры. Дорогая республика, я поздравляю тебя с юбилеем, желаю счастья. В своем выступлении глава районной администрации отметил, 25 лет назад именно здесь, в Сунже, прошел референдум о вхождении республики в состав России. Здесь же награждают особо отличившихся работников со всего района в разных сферах и вручают грамоты и ценные подарки. Ну а желающие могут посетить оригинальные выставки, это и книжные экспозиции, выставка декоративно-прикладного искусства, а также изделия из глины. Ожившие сказочные персонажи детских сказок привлекают особое внимание гостей. Руководство местного Дома культуры гордится талантами своих воспитанников. Глину они привозят с Галашек, и вот из глины Багаудин делает эти макеты, каркас как бы, а дети потом именно лепят эту красоту. И вот эти дети, очень много детей, это возраст и 7, и 8, и 10 лет, которые приходят, заинтересовались. И вот это только часть маленькая этих поделок. В честь праздника здесь же организовали показательные выступления спортсменов. Кто-то демонстрирует свое физическое превосходство в армрестлинге, а другие – свои интеллектуальные способности. Шахматные поединки для жителей города – самое лучшее времяпрепровождение. С тех пор, как 5 лет назад здесь открыли спортивный клуб «Ади Ахмат», число юных гроссмейстеров значительно пополнилось. От партии в такой день не отказываются и чиновники. Хотелось бы от всей души поздравить в первую очередь жителей нашего района и в целом жителей всей нашей горячо любимой республики с этим праздником. Действительно, праздник самый значимый, самый важный для нашей республики, день становления. Любовь к родине каждый выражает по-своему. Кто-то прославляет ее в песнях или через рисунки на асфальте, а Тамила Илхароева передает свои чувства в стихах. Мой бархатный волшебный край, мелодия ущелья гор, земной пронизывая рай, небесно радуя простор, плывут над родиной моей, теряя в снежных облаках, рассеивая мрак ночей, играя в солнечных лучах. Зажигательные песни не умолкают, тем самым собирают все больше зрителей на площади. Там, где играет лезгинка, всегда больше всего молодежи. Праздник продлится до самого вечера, ну а завтра жителей республики ждет грандиозное шоу в Магасе на площади Алания. Ингушетия, мы тебя любим! Марина Муталиева, Хаваш Гойгов, Новости 24. А в Доме культуры Икажева сегодня собрались люди из самых разных профессий. Каждый из них уникален в частности, а вместе они часть большого общества, благодаря которому мы живем в благополучной республике. В канун праздника их заслуги отметила районная Назрановская администрация. Репортаж Юсупа Гелисханова. Артисты патриотической песни открывают мероприятие, посвященное 25-летию со дня образования республики. В Доме культуры собрались жители со всего района, в числе которых и писатели, поэты, учителя, видные общественные деятели. Глава Назрановского района в своей речи отмечает о высокой значимости этого праздника для всего народа. دوق غزدوالش صار دوق غزدوالش طبعا حدر لا تبدو حمادي أنا صار حقيقة حقيقي دولج موتيجي غير Назрановск районе буквально за последние في ради أنا порядка 20 школ я 20 школ вор садики меня ждет дома культуры ждет ФАП ждет, поликлиник ждет.
Если взять по всей республике, начиная от Волгобекского района, докончая до Джайранского района, дворцы спорта, физкультурно-оздоровительный комплекс, поликлиники, больницы. В принципе, Самая ответственная часть праздника – награждение. За многолетний добросовестный труд в той или иной области отмечают несколько десятков человек. За развитие национальной литературы и участие в общественной жизни района награждает Исука Дзоева. Республика Тахана, Качи Республика Штехе, Укскебусет, Кавказе, Качи Республика Исм Яали Ишуациш, цивилизованный свет и сада эхталахты. Да, ветром возле, ваш доллар дохан, ваш хадилахам дорги, да, хак пашу бей. Да, ваш лилдыш хаман бехкак и холдвей. 20 хакалышге, кахик, да, хакам не слоты. Ингушская земля всегда была родиной миролюбивых, смелых и отважных созидателей, отмечает Малика Горбакова. Сегодня ее награждают почетной грамотой за вклад в становление ингушской государственности и многолетнюю научную деятельность. Сейчас потомки тех, кто жил на этой земле, продолжают традиции своих предков. И я верю в то, что наша земля, наша республика будут процветать. И вырастут сыновья и дочери, достойные великих традиций, малого, но великого народа. Дорогие мои соотечественники, я хочу от всей души поздравить вас с огромным для нашего народа праздником, 25-летием нашей республики. Гостям рассказывают об этапах становления республики, особое внимание уделяя символу возрождения ингушского народа нашей столицы. С песнями про отчий край в завершении праздника перед собравшимися выступают артисты ингушской эстрады. Юсуп Гелисханов, Рамзан Миржоев, Новости 24. Журналисты со всей России съехались в Ингушетию на пресс-тур ко Дню Республики. Представители федеральных и региональных СМИ посетили ряд производственных и социальных объектов. В их числе сад-гигант Ингушетия, завод по производству полимерных труб, перинатальный центр. Наш корреспондент побывал на одной из остановок делегации. Это дворец спорта «Магаз». Слово Зареме Евлоевой. Ко дню празднования 25-летия региона, до которого остается чуть менее суток, в республику уже съезжаются видные политические и общественные деятели. Ну и какое же событие без журналистов? 25 представителей различных СМИ приехали увидеть лично, чего добилась Ингушетия за четверть века. В составе делегации как печатники, так и телевизионщики. Во дворце спорта гостей встречают действующие олимпийские чемпионы. Корреспондент новостей канала ОТР Маргарита Твердова не упускает возможности побеседовать с именитыми спортсменами. Я знала историю региона, хотелось познакомиться с ним поближе. Времени пока еще прошло не очень много, интересно, что будет дальше. Мы планируем еще посетить различные культурные места, достопримечательности, памятники. Вот надеемся их увидеть и еще больше расширить свой кругозор. Впрочем, для воспитанников этого дворца спорта звезды мирового масштаба вполне досягаемы. Для юных атлетов мастер-классы периодически проводит, к примеру, олимпийский чемпион Хасан Халмурзаев. Мы стараемся свой опыт, то, что мы умеем, то, что мы проходили, подсказать им, передать. И у нас этот интерес есть, и в будущем мы эту работу будем проводить. Представители четвертой власти проведут в регионе 3 дня с 10 по 12 июля, а потом разъедутся по своим регионам с самой главной миссией – рассказать об имениннице всей стране через газеты, информационные порталы и ТВ. А нам, в свою очередь, есть что показать. Дворец спорта имени Берда Евлоева открылся всего полгода назад, но здесь уже работают около 15 секций. Одна из самых новых – это тайский бокс. Готовить будущих мастеров спорта на малую родину из столицы вернулся чемпион Москвы и обладатель Кубка Европы Иса Цичоев. Человек, который занимается спортом, любым, пусть это будет футбол, хоккей, без разницы,
Он развивается, он физически крепкий, и это служит примером для других. В соседнем зале воспитывают будущих бойцов смешанных единоборств. Рахим Кантышев в свои 13 уже действующий чемпион мира. Я постоянно тренируюсь, чтобы стать профессиональным бойцом М1. Здесь все для развития мальчиков, девочек и людей с ограниченными возможностями здоровья. Само собой, не забыли и о взрослых спортсменах, да и просто любителях здорового образа жизни. У нас открыты площадки совсем недавно для тренировок сухим хоккеем и для игры мини-футбол, ну и футбол в общем. Значит, также площадка вот с этой стороны, которая позволяет играть волейбол, баскетбол. Вокруг нее, значит, расположена легкоатлетическая дорожка для занятий легкой атлетикой, бегом. О том, что Ингушетия – кузница успешных бойцов, журналисты знают не понаслышке. Поэтому к спортобъектам у гостей изначально был особый интерес. Но, как оказалось, удивляет Ингушетия и промышленными объектами. Приятно очень поразил сад-гигант, то есть саженцы привозили специально из Италии. Этот подход, да, такой скрупулезный, правильный, профессиональный, очень приятно удивил. Особое впечатление произвела, конечно же, фабрика молоко Ингушетии. Я была на многих молочных заводах, и была и в Германии, ну, в России, соответственно, тоже, даже в Каире и в Дубае. И хочу сказать, что вот карусель с коровой, да, она ничуть не уступает передовым технологиям наших зарубежных соседей. Поэтому я думаю, что республике есть чем гордиться. Все 3 дня пребывания гостей в регионе буквально расписаны по часам. Завтра журналисты посетят мемориал памяти и славы, побывают на торжественной церемонии вручения государственных наград в администрации главы Ингушетии, примут участие в открытии специализированного зала дзюдо и многоквартирных домов в Назрани. Ну а 12 июля гости познакомятся с красотами горной Ингушетии. Зарема Ивлоева, Майрбек Миржоев, Новости 24. Ну а в конце дня журналистам представилась возможность задать вопросы главе Ингушетии на пресс-конференции. В ходе беседы были освещены актуальные темы последнего времени. Республика живет насыщенной жизнью, соответственно, есть о чем поговорить. Экономика, промышленность и сельское хозяйство на пресс-конференции затронули практически все сферы жизни. Более чем хорошие показатели у региона в развитии туризма, о росте турпотока и туристического потенциала поинтересовались у главы федеральные СМИ. Конечно, мы в состоянии конкурировать, пока, тем более, когда мы уже на своей базе там, создали там, площадки горнолыжной, у нас есть возможность и бассейны, то есть ряд инфраструктурных вещей мы сделали. И сегодня мы боролись не за туриста из других регионов, даже России, тем более за границей. Мы боролись за уже жителей республики, которые должны были, обязаны были ездить в Джейрасский район, отдыхать. И, к счастью, с одной стороны, огромное количество людей уже ездит, жители республики. Молодежь выезжает, другие выезжают, семьями выезжают. Это уже цифра там, не 10, не 20, не 100 тысяч. А, например, по 2016 году это за 240 тысяч перевалило людей, которые так приехали, уехали. Не считая жителей района, я имею в виду, а вот только сравнительная часть, которые туда едут. И, к моему удивлению, иногда там взрослые люди, которым под 60 лет или под 50 лет, которые признают, что впервые оказался в Джейрахском районе. Это жители Ингушетии, равнинной части. Впервые в Джейрахе. Это тоже вызывает такое удивление. Сегодня есть возможность, да, инфраструктура, и дороги, все создано. Мы боремся, конечно, сейчас за хорошее развитие нашей курортной среды. Надеюсь, что сегодня с изменением там, ситуации, обстановки в курортах Северного Кавказа лицом повернуться и к Ингушетии. Я уже там начинал критиковать курорты Северного Кавказа, но сегодня критиковать не буду, почему? Потому что обещано все-таки повернуться лицом и к Ингушетии. Я, например, не согласен с тем, что надо уделять только 3 направлениям там, особое внимание. Я согласен с тем, что должны быть приоритеты. И, конечно, приоритет там и Донбай или там Карачаево-Черкесия, где советского времени, конечно, Кабардино-Балкария, там Прилебруссия. Но на остальные субъекты, я думаю, что хоть по 5, хоть по 10%, но надо поддерживать. Так, чтобы каждый субъект мог в состоянии, почему же это называется как курорты Северного Кавказа. И одной из задач было не только создание там горнолыжек, а такая мода пошла, теперь всем горнолыжные трассы подавай. А одна из задач была возродить маршруты советского прошлого, где человек может прилететь в Махачкалу,
по горам пройтись, выйти в Нальчике, сесть в поезд и уехать обратно домой. Вот это советского образца маршруты возродить. Туристические там, или другие там, по-разному. И дополнительно еще создать маршруты с учетом сегодняшних реалий. И мы в республике, вот, в горах создали более 36 новых маршрутов. Также особое внимание было уделено вопросу работы традиционных институтов власти. По мнению главы, они играют важную роль в политической и социальной жизни региона, и их участие в решении некоторых вопросов дает свои положительные результаты. Было отмечено еще и то, что республика занимает лидирующее место по реализации программы по переселению из аварийного жилья. В ходе беседы глава региона отметил, что для него каждое событие, происходящее в нашей маленькой республике, достижение всего народа. Если разделить вопросы по тематике, то ведущая роль в ходе пресс-конференции осталась за социальной сферой. За этот год в республике было сделано много. Открылись социально значимые объекты, успешно реализована федеральная целевая программа. Если мы говорим по качеству реализации ФЦП, да, у нас есть там, и мы обратились там, в том числе представителю правительства Российской Федерации, где нам позволили достроить, завершить объекты до конца, в том числе августа. Но это вот ключевые проекты, как дома там, для вынужденных переселенцев, оползновая зона и так далее. Но тем не менее, я еще раз повторяю, что по качеству и по реализации проекта можно сказать, что мы успешно реализуем федеральную целевую программу. По пролонгации нам дано добро, и сегодня это вот именно ФЦП, как мы его называем, но это может быть и ФЦП, но, скорее всего, это будут средства, выделенные в рамках реализации вот этих социального проекта, социальное развитие Республики Ингушетия. Это порядка 38 миллиардов рублей, что мы запрашиваем. Эти деньги разбиты на 4 блока: культура, образование, здравоохранение и спорт. Вот на эти 4 блока, чтобы максимально приблизиться к регионам России по осталось от объектов социального блока. Поручение уже дано, и, в принципе, помощник президента Владимира Владимировича Путина Андрей Ремович Белоусов этим вопросом занимается. Уже наши помощники с его помощниками все отработали, и надеюсь, что не как отдельный вид ФЦП. Я по этой программе очень плотно мы общались и с Дмитрием Николаевичем Казаком, который курирует и ведет это направление. А отдельным программам выделения средств для министерств и ведомств, чтобы именно реализовать вот эти проекты, которые необходимы для республики. Но еще надо понимать, что довольно серьезную помощь сегодня оказывает программа социально-экономического развития Северо-Кавказа, стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. И здесь мы получаем хорошие объемы, в том числе по реализации проектов. И плюс, если брать экономически важные объекты, то по линии корпорации развития Северного Кавказа мы в этом году получили более 500 миллионов рублей. И на следующий год мы заходим туда уже там, с 3 или 4 проектами, почти на 1 миллиард рублей. Так же, как и другие регионы. Я буквально на днях проверил реализацию вот этих 2 проектов на 500 миллионов рублей. Они идут с опережением графика. Я думаю, что мы будем в лидерах по освоению, в том числе, этих средств. И будем иметь больше шансов на получение дополнительных средств. Полную версию пресс-конференции Юнусбека Евкурова смотрите завтра в эфире нашего телеканала. Не пропустите. Всероссийский турнир по дзюдо среди юниоров на Кубок главы Республики Ингушетия пройдет завтра в Назрани. Турнир соберет порядка 100 спортсменов из разных регионов Северо-Кавказского федерального округа и будет проходить в 8 весовых категориях. Дата проведения соревнований ознаменована еще и тем, что в этот день состоится официальное открытие нового специализированного зала дзюдо, построенного по поручению главы региона в честь победы Хасана Халмурзаева на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Двухэтажному спорткомплексу с трибунами на 500 зрительских мест, медпунктом, комнатами отдыха для тренерского состава, душевыми кабинками, раздевалками и тренажерным залом присвоит имя легендарного тренера по дзюдо Яхьи Рыжкова. Организаторы приглашают гостей и болельщиков поддержать участников турнира и стать частью этого спортивного праздника. Демонстрация мастерства и остроты ума любителей интеллектуальной игры в шахматы сразились сегодня в открытом турнире в 11-й школе Назрани. Принять участие в захватывающих партиях мог любой желающий. Тактики и стратегии любителей и профессионалы. Каждый нашел себе соперника по силам. Наблюдал за умственными баталиями Юсуф Гелисханов.
Продемонстрировать свое мастерство в этом интеллектуальном виде спорта здесь может каждый, турнир открытый. В зале собралось почти 4 десятка любителей шахмат. Здесь не только взрослые, но и дети, которые наравне со старшими демонстрируют неплохие результаты. Саид Кадзоев играет в шахматы с 6 лет. Несмотря на юный возраст, он уже успел принять участие во многих турнирах, как республиканских, так и всероссийских. Узел Е4, я начал играть с исландскую, сделал ход С5. И мы разыграли дебют вариант Ракона. Соперник был очень сильный. У меня была проигранная позиция. Он сделал невозможный ход и проиграл. В шахматы играют многие, но не все знают, что это слово означает. Шах и мат, властитель умер, так с персидского переводится название игры, над которой ломают головы миллиону людей по всему миру, и которая по праву считается одной из самых популярных игр всех времен и народов. Сегодняшний турнир проходит не в привычной классической форме, а по швейцарской системе Rapid. Сейчас, да и вообще в России и в мире, и даже на Северном Кавказе очень популярны турниры по рапидам. Кубок Кавказа, например, разыгрывается по рапиду, несколько этапов в разных городах. Поэтому мы стараемся преимущественно значимые такие турниры проводить по системе рапид, где 15 минут плюс 10 секунд, чтобы внутри республики уже тренироваться и таким образом готовиться к тем турнирам, которые, например, розыгрыш Кубка Кавказа и так далее. Доказано, что шахматы развивают логику, мышление и способствуют быстрому принятию решения. И желающих окунуться в интеллектуальную игру в Ингушетии с каждым днем становится все больше. Первый ход здесь практически всегда Е2, Е4. С этого классического дебюта и начинают практически все шахматисты. Как отметил главный судья турнира, дети набираются бесценного опыта, играя со сверстниками и старшими товарищами. Свои способности доказывают 37 шахматистов. Туров всего 7 будет. По окончании 7-го тура определится призер и победитель и призеры этого турнира. Каждый тур каждому участнику дается 15 минут, и на каждый ход добавляется 10 секунд. И где-то получается партия выходит где-то час. Если соперник думает больше обычного, оппонент может отойти к любой доске и посмотреть, как играют другие участники турнира. Сегодняшние соревнования приурочены к 25-летию Ингушетии. Организатор интеллектуальных баталий — Назрановская администрация. Здесь и взрослые люди, которым под 80, и дети, и мальчики, и девочки. Все приурочено к празднованию хорошего нашего праздника 25-летия республики. Это одно из мероприятий. У нас намечается и дальше и турнир по мини-футболу, волейболу и так далее. В шахматы в мире играют 600 миллионов человек, и, возможно, кто-то из сидящих в этом зале однажды ощутит на себе, как приятна тяжесть олимпийской шахматной короны. Юсуп Гелисханов, Рамзан Мержоев, Новости 24. Один из самых популярных видов спорта на планете пополняет число своих поклонников в нашей республике. В Назране состоялось открытие клуба настольного тенниса. Авторы идеи – сотрудники комитета по делам молодежи. Кстати, это не первая ласточка. В республике уже есть аналогичный клуб в Малгобеке. Стоит отметить, этот вид спорта довольно универсален и не имеет возрастного ограничения, поэтому двери клуба настольного тенниса в школе открыты для всех. Несмотря на полную занятость спортивного зала, руководство школы выделило время для занятий по настольному теннису. Организаторы уверены, популяризация пинг-понга в республике позволит вовлечь еще больше молодежи в занятия спортом. С таким же распорядком с 7 вечера до 10 ночи, не на бюджетные средства, благодаря неравнодушным нашим спонсорам. Сегодня мы открываем очень даже качественные столы, на полупрофессиональные сегодня эти столы считаются, освещая этот весь спортзал, мы открываем второй уже клуб. Мне, конечно, интересно очень. Я раньше никогда не занималась спортом, но я хочу заниматься этим теннисом. Целый спектр медуслуг предлагает своим пациентам открывшийся в Назране новый корпус многопрофильной клиники Академии здоровья. Учреждение оснащено по последнему слову техники, качество работы гарантировано и знаниями квалифицированных специалистов, многие из которых приглашены из Москвы. Подробно о преимуществах нового центра расскажет Мария Мистоева. Первое, чем может похвастаться новый корпус Академии здоровья – отделение лучевой диагностики. Здесь установлено самое современное и высокотехнологическое оборудование. Но новое оборудование не столь значимо, если на нем не работают квалифицированные специалисты. Константин Уваров приехал в регион 3 месяца назад. Ранее он работал в московских клиниках. За этот короткий срок врач-рентгенолог научил всем тонкостям работы своих ингушских коллег. Сейчас рентген-лаборанты сами работают, вникают в новые методики, могут сами
сами проводить исследования, выполнять все свои обязанности на высоком уровне. О качестве проводимой в клинике диагностики и лечения знают в других регионах. Теперь сюда приезжают пациенты из других республик. Хирургическое отделение может похвастаться лучшим оборудованием и специалистами и первым круглосуточным стационаром. В каждой палате есть плазменный телевизор, хорошая мебель и свой санузел. Частная медицина, она как бы в помощь государственной медицине. Здесь есть возможности и, допустим, получить реабилитацию после каких-то острых заболеваний, которые они в стационаре лечатся в государственных учреждениях. Возможность есть лечение и оперативное лечение в хирургическом отделении, и соматическое лечение в терапевтическом отделении в более комфортабельных условиях. Ну а если врач клиники сомневается в поставленном диагнозе или ему необходим совет коллег из других клиник и регионов, то просто можно обратиться к ним по видеосвязи. В режиме реального времени в отделении телемедицины есть возможность связаться с любым медучреждением. Более того, пациент, вышедший в скайп, может получить удаленную диагностику. Оно может быть использовано как для проведения форумов подготовки, конференций, обучения медицинского персонала. Сейчас много нормативных актов, принятых Минздравом России, где разрешается и рекомендуется проведение дистанционного обучения персонала. Циклы можно здесь проводить в режиме онлайн дистанционно. А устранить дефекты во внешности, сделать кожу здоровой и сияющей, подчеркнуть высокие модельные скулы, избавиться от возрастных изменений поможет квалифицированный врач-косметолог. Ева Газгиреева имеет 6-летний опыт работы в различных московских клиниках. Делает все, кроме увеличения губ, признается косметолог. Иногда у врачей этого отделения не бывает даже времени на обед. Принимает врач-дерматолог, врач-косметолог, также иногородние врачи, это врач-гинеколог, аллерголог, также детский невролог. Это у нас в отделении врач по коррекции тела. Цены в Академии здоровья не выше, чем в других частных клиниках. Более того, на определенные услуги действуют скидки. Ну а на первом этаже медучреждения расположилась большая столовая. Готовит для посетителей здесь приглашенный шеф-повар. Также на первом этаже есть ортопедический салон, в котором можно приобрести как полиуретановые бинты, так и бандажи, костыли, корректоры осанки и солевые лампы. Мария Мястоева, Хаваш Гойгов, Новости 24. Это были все новости этого дня. Спокойной ночи.